Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Напряженной остается ситуация с коронавирусом в Якутии. Сколько человек заболели за минувшие сутки? Свыше 20 тысяч учеников закончат школы республики в этом году. Последние звонки прозвучали в школах Нерюнгринского района. Купальный сезон на Азовском море начнется в первой половине июня, где предпочитают отдыхать россияне. Эвакуирован первый фрагмент ракеты-носителя, обнаруженный в Алданском районе. Напомним, пуск ракеты «Союз-2» состоялся с космодрома «Восточный» 26 апреля. С 19 мая в Алданском и Кобяйском районах ведут поиск и эвакуацию отделяющихся частей аппарата. Сегодня спасатели распилили на части одну деталь и отвезли ее с места падения в город Алдан. Обнаруженный фрагмент помещен в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию в космодром «Восточный». В Кобяйском Улусе поиски на сегодняшний день не дали результатов. На помощь в поисках будут привлечены беспилотные летательные аппараты. Между тем, очередной запуск ракеты-носителя «Союз-2» запланирован на 28 мая. Напряженной остается ситуация с коронавирусом в Якутии, отмечает оперштаб. Еще 110 человек заболели за сутки, из них в Якутске 62. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Среди районов сложнее всего приходится Мигино-Кангаласскому, там 14 заражений. В Вилюйском районе 7 случаев, в Сунтарском 6, в Амгинском 5, в Кобяйском и Усть-Алданском районах по 4, еще в 5 районах от 1 до 3 случаев. Порядка 1300 исследований на COVID-19 провели лаборатории Якутии за сутки. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге подчеркнула, что единственным способом предотвратить распространение коронавируса является вакцинация. Необходимо обратить внимание на то, что основными очагами в нашей республике, особенно в городе Якутске, остаются предприятия небольшого объема. И, соответственно, именно корпоративные очаги являются затем в последующем разносчиками, очагами для, соответственно, семейных очагов. Учитывая составы наших семей, количество заболевших увеличивается. Единственным способом сегодня предотвратить, остановить эту ситуацию может быть лишь только вакцинация. На сегодня в республику поступило более 196 тысяч доз вакцины против ковида. Получили первую прививку 143,5 тысячи человек. Вторую вакцинацию прошли почти 104,5 тысячи граждан. Таким образом, использовано 73% от общего объема препарата, сообщает оперштаб. Строительство онкологического центра идет с опережением графика. Планируется ввести объект на год раньше запланированного, то есть в конце следующего года. Сейчас на стройке трудятся 120 человек, объект готов более чем на 35%. Возведение современного центра здравоохранения оценивается в 6 миллиардов 800 миллионов рублей, из которых почти 6 миллиардов выделено из федерального бюджета. Площадь здания составляет 25 тысяч квадратных метров. Здесь будет работать поликлиника с диагностическим оборудованием на 210 посещений в смену. Также пациенты смогут лечиться в стационарном отделении на 180 коек. Объект сам сложный, большой, считается одним из крупных проектов на Дальнем Востоке и очень высокотехнологичный. Здесь имеются очень большие слаботочные системы, которые работают центральным, управляются центральным пунктом, и все системы взаимосвязаны. Здесь используется свыше 200 тысяч метров кабельной продукции. Порядка 150 культурных учреждений подключат к интернету в Якутии. Доступ к всемирной паутине появится благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Всего 149 музеев, библиотек и учреждений культуры смогут начать входить в интернет в этом году. А всего в Якутии в 2021 запланировано подключение более 660 социально значимых объектов, 512 основных и 149 дополнительных, сообщает пресс-служба Мининноваций региона. Кроме этого, к интернету подключат школы, колледжи и техникумы, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, районные и наследные администрации, пожарные части.
Свыше 20 тысяч учащихся 9 и 11 классов закончат школы республики в этом году. С волнительным событием выпускников поздравил Айсен Николаев. Глава республики пожелал успешно пройти этот новый для себя этап и найти свою дорогу в жизни. Напомним, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в республике большинство мероприятий в школах пройдет в дистанционном формате. Поэтому НВК «Саха» 30 мая проведет уже традиционный онлайн-выпускной в прямом эфире. Национальная учебная кампания «Саха» в 2020 году впервые провела онлайн-выпускной для учеников, заканчивающих школу. Тогда мы получили порядка 150 заявок от разных школ со всей республики. Мы продолжаем эту традицию и в этом году. И если вы хотите принять участие в акции, отправляйте поздравления с окончанием школы в горизонтальном формате. Заявки мы принимаем до 27 мая. Отправить свое видео можно на почту НВК, выпуск 2021 @mail.ru. Последние звонки накануне прозвучали в школах Нерюнгринского района. В этом году, несмотря на ограничения, разрешили проведение праздника в офлайн режиме с присутствием родителей и гостей, но при строгом соблюдении санитарных требований. В гимназии номер 1 города Нерюнгри последний звонок прозвенел для 64 выпускников. Более 10 из них претендуют на медали за особые успехи в учебе, но они это должны подтвердить на государственной аттестации. Напомним, основной период сдачи единых экзаменов с 31 мая по 25 июня. Последний звонок – это такое знаменательное событие, которое знаменует окончание школы. Это важный этап, который мы проходим. Этап прохождения детства, когда мы вступаем во взрослую жизнь. Я бы пожелал им не забывать своих учителей, своих наставников. Пожелал бы им также воспитывать добродетели своей души. Пожелал бы им оптимизма, никогда не унывать, даже несмотря на все неудачи, которые могут случаться в жизни. Сейчас о спорте. В этом году международный турнир Golden Grand Prix Иван Ярыгин пройдет в мае. Это и станет основным отличием от предыдущих соревнований. Напомним, до этого турнир проводился в зимнее время. Республику на ярыгинском ковре представят 15 мужчин и 3 женщин. Также выступят и 2 легионера Рыян Тютрин и Андрей Бекренев, представляющие сборную команду Белоруссии. В центре спортивной подготовки «Триумф» идут подводящие тренировки. Некоторые борцы в настоящее время находятся во Владикавказе и уже завтра присоединятся к основному составу сборной Якутии. Турнир Ярыгина пройдет в Красноярске с 26 по 30 мая. Подготовка прошла достаточно хорошо. Таких серьезных травм и болезней не было. Поэтому сейчас подводка осталась. Завтра команда летит в Красноярск. Ребята с настроением. Вот сейчас вес гоняет. Посмотрим, настрой боевой. Там ребята должны выйти и показать хорошую игру. Купальный сезон на Азовском море начнется в первой половине июня. По информации синоптиков, вода уже прогрелась до 19 градусов. Связано это с тем, что Азовское море мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном, говорят специалисты. Между тем, температура воды на курортах Крыма и Краснодарского края еще очень низкая, минус 13-16 градусов тепла. Врачи рекомендуют открывать купальный сезон, когда температура воды достигнет 22 градусов. Такой показатель считается комфортным и безопасным для здоровья. Тем не менее, почти половина путешествующих россиян летом этого года отправятся на Черное море. Несмотря на то, что границы популярных зарубежных туристических стран постепенно открываются, отдыхать за границей решаются немногие, не более 5% путешественников. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу, выяснили аналитики. И около половины путешествующих россиян в июне-августе отправятся на Черное море. Цены на билеты пока подорожали незначительно, в пределах 5%, указано в вопросе. Возвращаемся в наш регион. Якутская постановка пьесы Эжена Ионеско «Лысая певица» названа лауреатом первой степени на 4-м фестивале любительских и народных театров имени Фаины Раневской. Одну из главных ролей в спектакле играет наша коллега, режиссер редакции «Утро Якутии» Светлана Кан. Подробнее в следующем сюжете. Лауреат первой степени любительских
Якутский театр «Синяя птица», Россия, Якутск. Среди 300 заявок на звание лучшего театрального коллектива за победу остаются бороться 35. Это финал фестиваля «Флинт-трамплин». И хоть театр здесь любительский, накал страстей от этого не уменьшается. Среди лучших из лучших коллектив из Якутска «Синяя птица». Для них это первый международный конкурс, который сразу принес им лауреата первой степени. И сегодня, что меня поразило, это то, что они уверенно взяли первое место, и у жюри вообще даже не было споров по этому поводу. Они вышли, сыграли, и жюри сказало «да». Пьесу Эжена Ионеско «Лысая певица» начали репетировать в сентябре. Показы планировали для своих, но позже передумали. Оказалось, не зря. После показа жюри во главе с народной артисткой Ларисой Лужиной не отпускают режиссера. Хвалят игру актеров, разгадывают режиссерские метафоры, даже извиняются за скромное техническое оснащение зала Москонцерта. Потрясающий спектакль, потрясающая игра. Особое осмысление пьесы, которую мы увидели. Вообще, нужно сказать, что Якутск нас радует. Если вы хотите выходить на эту сцену, вы любите эту сцену. В составе коллектива нет профессиональных актеров, зато есть юрист и преподаватель, архитектор и оператор, режиссер телевидения и даже артист цирка. Но оказалось, у молодого коллектива история создания длиною в 30 лет. Театр был создан на базе выпускников театральной студии при Дворце детства. И прошло более 30 лет. Мы решили снова объединиться, очень вдохновились снова нашей встречей. 30 лет спустя новый спектакль и сразу же в жанре абсурда. Задача не из легких. Актерам предстояло понять, в чем смысл той пьесы, где, казалось, смысла нет, а режиссеру выстроить логику там, где логика словно отсутствует. Очень интересная и сложная пьеса, которая для меня, например, загадка, и я ее разгадывала в каждую репетицию. Просто там столько можно вложить смысла, столько подтекста. Как самое настоящее произведение, оно многогранно, и разгадывать его можно всю жизнь. Гран-при фестиваля получила Народная театр-студия «Дебют» из Благовещенска, а также театр-студия Сергея Барышева «Чудомир» из Москвы. Ну а наша «Синяя птица» вернулась на родину и скоро предложит якутянам воочию разгадать тайну своего успеха. Лидия Алексеева, Светлана Кан, Александр Иванов, Москва. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.